Холодные батареи в квартире, перерасчет за некачественные коммунальные услуги, ремонт крыш и подъездов. Такие жалобы поступили от жителей Вуктыла прокурору республики на личном приеме. Накануне вместе с Николаем Егоровым в городе побывала целая комиссия для проверки готовности коммунальных объектов и жилого фонда к зиме. Ольга Коняева знает подробности. На центральной котельной Вуктыла снова проверка. Прокуратура, федеральный инспектор по коми Михаил Тырин, руководитель администрации главы региона Дмитрий Самоваров. После зимы 21-го внимание к Вуктылу стабильно повышенное. Зимний максимум нагрузок, который был в январе и феврале, показал, что вывести все, и горячую воду, и тепло на этих котлах было невозможно. Потому что котла были не отремонтированы. Вот. И вот сейчас сейчас в данный момент котлы отремонтированы. Чуть теплые батареи, холодная вода из горячего крана. Так жили в морозы вуктыльцы прошлой зимой. А все потому, что ресурсоснабжающая организация «Аквасервис» без расчетов и испытаний, без разрешения Ростехнадзора изменила технологическую схему работы центральной котельной города. В итоге система не справилась с нагрузкой. Это надо прозвучать нам на всю страну, значит, вроде бы в благополучном городе. Деньги с населения, они должны были идти, в том числе и на поддержание, нормальное состояние и оборудования, и сетей. Новый отопительный сезон в Вуктыле стартовал со сбоями. В сентябре прокуратура и Ростехнадзор снова выявили нарушения. По нормативам предоставления коммунальных услуг, отсутствие технической документации и даже пусконаладочные работы по котлам не были проведены. Недочеты «Аквасервис» пока исправил частично. Выявлено 111 нарушений, лиц привлечены к административной ответственности. Также проводились контрольные мероприятия, которые фиксировали невыполнение предписаний как прошлого года, так и на сегодняшний день фиксируем невыполнение предписаний этого года. Есть и положительные изменения. Ремонт котлов, новое оборудование для водохимподготовки. Но за лето исправить то, что копилось годами, не получается, говорит директор «Аквасервиса». Очень тяжело в этом городе, здесь нет специалистов. Всех специалистов приходится привозить сюда, в Харасухты. Идем с ними переговоры, они приезжают. Служба Стройжилтехнадзора проверила дважды все 90 домов. Все, что мешало запуску отопления, исправили. И все-таки недоделки по инженерным сетям в отдельных домах оставались. Устранить их управляющим компаниям и ТСЖ было предписано до 22 октября. В случае, если повторно управляющими компаниями не будет исполнены требования по устранению нарушений, то такие управляющие компании будут в дальнейшем будет решаться вопрос по исключению домов из лицензий и, соответственно, лишение лицензий таких управляющих компаний в судебном порядке. По итогам прокурорских проверок еще весной в Коми возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На личном приеме в Вуктыле прокурор республики и руководитель Следственного управления по Коми Андрей Исаев выяснили, жалобы по отоплению и горячей воде по-прежнему остаются. Но это уже не массовые обращения. Есть вопросы по отдельным квартирам, подъездам и домам. Вопросы касались перерасчета за некачественно предоставленные услуги, вопросы подготовки жилого фонда к прохождению отопительного сезона с утеплением подъездов, протечкой крыш. Были и вопросы обоснованности повышения платы за обслуживание жилья, которые могут в дальнейшем послужить очередным поводом для направления материалов в следственные органы. Также можно добавить, что в ходе приема были установлены лица, которые до этого к нам не обращались, которые, по сути, являются потерпевшими по уголовному делу, которое находится у нас в производстве. Поэтому дано поручение руководителю следственной группы их допросить, признать потерпевшими, допросить для выяснения всех обстоятельств в рамках расследуемого уголовного дела. Болевые точки – это изношенные тепловые и водопроводные сети и финансовый вопрос задолженности жителей за услуги ЖКХ. Ольга Коняева, Василиса Гречнева, Илья Пузанов, телеканал Юрган, Вуктыл.